Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз конференцияларын жалғастырамыз. Бүгін біз қазіргі кезеңдегі ақша-несие саясаты туралы айтатын боламыз. Уважаемые коллеги, сегодня состоялось пленарное заседание Мажилиса парламента, в рамках которого был обсужден доклад Национального банка о денежно-кредитной политике на текущем этапе. Это главная тема нашего разговора с нашими гостями. У нас в гостях председатель Национального банка Данияр Талгатович Акишев, заместитель председателя Олег Александрович Смоляков, а также директор департамента Национального банка Олжас Тулигенович Кизатов. Уважаемые гости, добро пожаловать. Данияр Талгатович, прежде всего, позвольте поблагодарить вас за участие в нашей пресс-конференции. Несмотря на ваш плотный график, мы 2015 жылғы 5 қарашадан бастап Ұлттық банк ішкі валюта нарығына араласуды қысқартты. Осы шешім қабылданғаны туралы сіздерде белгілі. Қазіргі уақытта валютаға деген ұсыныс пен сұраныс тересті. Қалыптасқан бағам ішкі және сыртқы факторлардың ескеріп отыр. Енді валютаны алып сатарлар барынша азаяды. Ұлттық банк нарыққа өте аз араласады. Бұл бізді алтын валюта резервтерін сақтап қалуға мүмкіндік береді. Қазіргі курс валютаны жиі айырбастап табыс алуға мүмкіндік бермейді. Уважаемые журналисты, вы знаете, что с 5 ноября 2015 года Национальный банк объявил о сокращении своего участия на валютном рынке. И нынешний курс, который присутствует сейчас на бирже, он формируется без участия Национального банка и отражает баланс спроса и предложения на рынке. Текущий курс в настоящее время зависит от сочетания внешних факторов, от мировой цены на нефть, от курса российского рубля, от состояния российской и китайской экономики. Это наши крупные торговые партнеры. В этих условиях мы считаем, что в настоящее время паритет российского рубля к тенге посредством расчета реального обменного курса достиг паритета, который у нас был до 2014 года, то есть до негативных изменений на мировом товарном рынке, когда начала падать цена на нефть, и до девальвации российского рубля. То есть мы сейчас находимся в тех же условиях, которые были до января 2014 года. Вероятность существенного изменения курса в ближайшее время незначительна, потому что мы оцениваем вероятность изменения внешних факторов как незначительное. То есть те параметры, которые сейчас существуют, о которых я говорил выше, скорее всего, не претерпят значительного изменения. Действия Национального банка сейчас будут направлены на предотвращение резких либо дестабилизирующих колебаний обменного курса. Тем не менее, мы препятствовать фундаментальному изменению тренда не будем. То есть, если обменный курс будет испытывать давление с точки зрения большего спроса на него, естественно, под влиянием внешних факторов, под влиянием платежного баланса, Национальный банк будет, естественно, тогда корректировать. То, что касается текущего состояния, мы хотели бы отметить, что вот сейчас доходность тенговых инструментов, на наш взгляд, позволяет получить большую выгоду, чем спекуляция с иностранной валютой. И я бы здесь хотел отметить, что можно и проиграть. Это вот краткая информация, то, что касается обменного курса. То, что касается инфляции. Мы сегодня сказали о том, что в 2015 году уровень инфляции сложится выше коридора, который был установлен Национальным банком на 2015 год. Это коридор от 6 до 8%. Связано с тем, что в октябре 2015 года
месячная инфляция составила 5,2%, что в годовом выражении, то есть октябрь 2015 года к октябрю 2014 года составил 9,4%. Это так называемый годовой уровень инфляции. То есть сейчас он уже превысил установленный нами коридор. Поэтому основной задачей в настоящее время для Национального банка, это записано и в законе о Национальном банке, является обеспечение стабильности цен, а значит мы предпримем все усилия по скорейшему возвращению текущего уровня инфляции в установленный коридор. Коридор на 2016 год составляет 6-8%. Я благодарю вас, Данияр Талгатович. Глава государства поставил перед вами задачу восстановить доверие к национальной валюте тенге. Ясно, что это задача не одного дня. Каким вы видите планы Национального банка на ближайшие 3 месяца, либо полгода? Поручение, которое дал глава государства Национальному банку, восстановить доверие тенге, на наш взгляд, в первую очередь сейчас должно начаться с восстановления доверия к Национальному банку как к институту, проводящему государственную денежно-кредитную политику. И, соответственно, мы рассчитываем на средства массовой информации, в данном случае на то, что мы сможем с помощью вас довести до нашего общества, до населения те меры, которые мы предпринимаем, почему мы предпринимаем те или иные шаги, и готовы разъяснять нашу политику по регулированию инфляции, по регулированию тенговой ликвидности, по ситуации с обменным курсом. Соответственно, мы рассчитываем на то, что и руководство Национального банка, и специалисты Национального банка будут намного активнее, чем раньше, участвовать в разъяснительной работе. Мы готовы сотрудничать со всеми средствами массовой информации. Во-вторых, доверие к тенге, мы считаем, что должно быть укреплено через понятную политику Национального банка в этом отношении. Вы знаете, что Казахстан является открытой экономикой. Соответственно, мы зависим от тех явлений, которые происходят за рубежом. Соответственно, мы зависим от конъюнктуры на мировых товарных рынках. Вы знаете, что цена на нефть упала со $110 в апреле 2014 года до $43 в настоящее время. За это же время курс российского рубля снизился с 34 рублей за доллар до 65 рублей за доллар. Происходит сокращение темпов роста в китайской экономике. В России в 2015 году ожидается спад. В этих условиях, естественно, экономика Казахстана сталкивается с трудностями. И обменный курс в данном случае является скорее неким индикатором того, что нам необходимо было бы намного быстрее корректировать эту ситуацию, потому что ситуация с платежным балансом, то есть это баланс взаимоотношений Казахстана со внешним миром, где зафиксированы все потоки, экспортные потоки, то есть та валюта, которая приходит в страну, и импортные потоки, та валюта, которая уходит из страны, он сейчас не сбалансирован. Дефицит текущего счета по итогам 9 месяцев 2015 года составил $4 миллиарда США. По итогам 2015 всего года мы ожидаем около $5 миллиардов США. Это говорит о том, что платежный баланс не сбалансирован. И, соответственно, только путем изменения обменного курса возможно достижение его устойчивости. Поэтому все те изменения с обменным курсом, которые происходили с 20 августа, мы надеемся, с временным лагом они окажут позитивное влияние на платежный баланс, а значит на устойчивость и платежного баланса, и устойчивость на валютном рынке. Третье. То, что касается доверия тенге и касается наших мер по дедоларизации. Это большая задача, она не может быть решена быстро. Есть план мероприятий по дедоларизации, и мы считаем, что меры по дедоларизации не должны осуществляться за счет нашего населения. Это значит, что мы готовы стимулировать вопросы дедоларизации больше экономическими методами, экономическими стимулами, нежели административными. Поэтому мы готовы еще раз обсудить те положения, которые содержатся в этом плане мероприятий, и при необходимости какие-то меры скорректировать. Благодарю вас, уважаемые коллеги. Сейчас вы можете задать интересующие вас вопросы. И первый вопрос, Евразия, пожалуйста. Все.
Здравствуйте, Алексей Мыктюк, Первый канал Казахстана. Вот сейчас банки второго уровня в регионах менее охотно стали выдавать кредиты физическим лицам. Можно ли узнать ваше мнение, насколько обоснованы сейчас эти таких действия, усложнения процесса выдачи, барьеры? И, во-вторых, будет ли укрепляться вместе с Нацбанком общая система банковская в будущем? Какие планы на этот счет? Спасибо. В отношении кредитования физических лиц последние данные свидетельствуют о том, что активность банков в этом сегменте сокращается, это действительно так. Здесь есть, я думаю, два фактора, два видения. С одной стороны, мы всегда говорили о том, что кредитование физических лиц должно основываться на их полной оценке, на полной оценке их кредитоспособности и платежеспособности заемщиков, и банкам необходимо подходить к этому вопросу более взвешенно. Это касается и потребительского кредитования, по которому Национальный банк неоднократно вводил различного рода ограничители. Но я думаю, что это больше отражает сейчас общую ситуацию, связанную с сокращением внутреннего спроса. И в этих условиях, наверное, задачей Национального банка является обеспечение тенговой ликвидности банков второго уровня. То есть мы сейчас готовы рассмотреть эти вопросы, каким образом предоставлять ликвидность банкам второго уровня. Однако, как я сегодня говорил в Мажилисе парламента, нам необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации денежного рынка. На самом деле сейчас этот рынок представляет собой площадку, на которой возможны арбитражные сделки, то есть сделки, когда можно привлекать тенге и на эти тенге в тот же день спекулировать на валютном рынке. Мы сейчас эти операции планируем ужесточить требования к участникам, соответственно, наказывать тех, кто играет или спекулирует на валютном рынке, именно путем того, чтобы привлекать тенге на денежном рынке, на коротком, и играть против тенге, покупая валюту. Поэтому наведение порядка на денежном рынке, оно приведет к тому, что мы после стабилизации сможем спокойно начинать с банками работу по обсуждению, каким образом и какие лучшие механизмы использовать по предоставлению ликвидности. У нас есть ряд идей, которые мы сейчас обсуждаем, и я думаю, в ближайшее время мы сможем уже обсудить их, во-первых, с банками, обсудить с финансовым рынком, ну и затем мы расскажем о них вам. Благодарю вас. 24 КЗ, пожалуйста. Добрый вечер, Гаухар Сарсимбаева, телеканал 24 КЗ. Я здесь. Хотелось бы узнать, каковы текущие проблемы инвестирования пенсионных активов и как вообще можно повысить их эффективность. Спасибо. Благодарю вас за вопрос. Это очень важный вопрос, на котором мы отдельно останавливались. На самом деле, мы думаем, что текущая структура инвестирования требует совершенствования. И крупных проектов. Однако все эти мероприятия, я считаю, должны рассматриваться только через призму того, что вложения накопительного пенсионного фонда должны обеспечивать сохранность накоплений наших граждан. Это самый главный основной принцип. Как я говорил, все иные задачи, как то повышение кредитования каких-то отраслей экономики или кредитования банков, это все задачи второстепенные. Основной задачей является сохранность накопления наших граждан. Поэтому мы готовы на данном этапе все предложения, которые сейчас звучат по расширению использования пенсионного фонда, рассматривать только если будут обеспечены все необходимые механизмы гарантирования и сохранности. Сейчас с правительством мы готовы отработать все эти предложения, ну, естественно, с акцентом на создание, во-первых, прозрачного механизма распределения этих средств, для того, чтобы те участники рынка, которые претендуют на эти средства, например, банки, могли бы совместно обсудить это с нами, увидеть те принципы и механизмы, по которым мы планируем эти средства инвестировать в какие-то инструменты банковские,
согласиться с ними, либо не согласиться, найти какой-то компромисс, и уже на основе этого, на какой-то прозрачной площадке мы готовы эти ресурсы предоставлять. Но этот вопрос сейчас требует обсуждения, поэтому какие-то конкретные цифры сказать сейчас сложно, какие сложатся пропорции, я думаю, в ближайшее время мы их озвучим. Благодарю. У нас на очереди Тенгри Ньюс. Пожалуйста. Тенгри Ньюс КЗ, Асимгуль Касенова. Вот по плану дедоларизации, да, вы говорите, но конкретные шаги не указываете. Просто в конце 2014 года, когда, то есть подробно рассказывали об этом плане, там указывались несколько мер, а потом, то есть замолкли, то есть непонятно на каком этапе. Там в частности говорилось о том, что будет запрещено указывать в условных единицах, да, ценники там на крупные сделки, там на продажу автомобилей, квартир, еще что-то. Сейчас это как-то законодательно будет ли закреплено, будет ли что-то изменено вот в этой части? Потом хотелось бы еще уточнить по поводу частных обменных пунктов. То есть возможно ли, что они будут закрыты и останутся только обменные пункты при банках? Если да, то когда такое возможно? То есть вообще какие-то поправки законопроекта планируются ли по этому поводу? Еще хотелось уточнить по поводу 20-тысячной купюры. То есть ранее ваши предшественники сначала собирались выпускать, потом отменяли. Сейчас в связи с новым курсом, то есть нет ли планов по выпуску этой купюры? И еще один вопрос по поводу ваших взаимоотношений с предыдущим главой Нацбанка Каратом Келимбетовым. То есть как складываются ваши взаимоотношения? Спасибо. Ну, как я сказал до этого, то, что касается плана по дедоларизации, многие пункты позволят дать правильный сигнал обществу на то, что главной валютой в Республике Казахстан является тенге. Соответственно, все ценообразование должно происходить в тенге, не только крупные сделки. И это касается не только сделок, это касается ценообразования, указания цен и так далее. Мы живем в Казахстане, у нас цены должны... И я еще раз говорю, те экономические стимулы, которые у нас будут в арсенале, мы готовы их применять. То есть повышение привлекательности тенговых инструментов, чтобы хранить в тенге было более выгодно, чем хранить, например, в иностранной валюте. Мы готовы эти инструменты продвигать, усиливать и готовы их как можно быстрее реализовывать. То, что касается административных различных мер, которые касаются прежде всего такого направления, чтобы сделку по обмену валюты сделать более дороже, эти вопросы требуют изучения. Как я сказал, дедоларизация не должна происходить за счет населения. Сейчас время достаточно такое сложное. Я понимаю, что прошло небольшое время после корректировки обменного курса, и ожидания людей, они вот связаны опять с каким-то дальнейшим падением. Но, как я сказал в самом начале, то сочетание фундаментальных факторов, оно позволяет говорить о некой стабилизации. Поэтому вот по касательно административных мер, по ограничению деятельности, например, посредников на этом рынке, обменных пунктов, я не думаю, что мы сейчас готовы к каким-то кардинальным действиям. Они не будут приняты ни обществом, ни бизнесом, и я не думаю, что они помогут Национальному банку достичь стабилизации. Поэтому мы готовы эти меры еще раз обсудить непосредственно с участниками этого рынка, обсудить и понять, какие решения возможны. То, что касается 20-тысячной купюры. Действительно, этот вопрос сейчас обсуждается, и я думаю, мы в ближайшее время о нем скажем. Прозвучал вопрос по взаимоотношению с руководством Национального банка, с прежним руководителем Национального банка. У нас нормальные рабочие отношения. Вы знаете, что Национальный банк – это организация, которая обладает очень богатыми и глубокими традициями. То есть у нас взаимоотношения всех председателей национальных банков, которые возглавляли Национальный банк, очень хорошие. То есть на все мероприятия, посвященные, например, празднованию национальной валюты или каких-то событий, мероприятий в Национальном банке, всегда приглашаются все бывшие руководители Национального банка. Поэтому в этом отношении я хотел бы сказать, что, я думаю, в Национальном банке такие вопросы даже не стоят. Благодарю вас. У нас на очереди Today. Пожалуйста. Албакиров Тимур, Today KZ. Хотелось бы узнать, существует ли сегодня проблема с дефицитом тенговой ликвидности и будет ли она привлекаться у банка второго уровня и пенсионного фонда? Спасибо.
Я говорил уже об этом. Вопрос обеспечения тенговой ликвидности, он имеет два аспекта. То, что касается краткосрочной ликвидности, Национальный банк здесь активно на этом рынке работает, и мы предоставляем краткосрочную ликвидность банкам второго уровня ежедневно, в больших объемах через различные виды инструментов. Вопрос идет о том, что коммерческим банкам сейчас не хватает банков в основном сейчас размещены в иностранной валюте, и банки не обладают тенговой ликвидностью, которая позволяет им работать на кредитном рынке и выдавать тенговые кредиты на длительные сроки и в больших объемах. Этот вопрос, я думаю, требует постепенного решения. Быстрых решений, наверное, не может быть, но потихоньку мы к этому вопросу будем двигаться. Мы изучаем сейчас опыт других стран, каким образом Национальный банк может работать с банками, каким образом могут быть задействованы новые инструменты, либо механизмы Национального банка, как может быть расширено залоговое обеспечение, которое предоставляется под эти кредиты. И я думаю, эти вопросы мы в комплексе сейчас изучим, и в ближайшее время опять-таки мы вынесем на обсуждение с банками и расскажем вам об этом. Благодарю вас. Казправда, пожалуйста, ваш вопрос. Толгазенов, сайт Казправда КЗ. Хотелось бы узнать, как вы, новый глава Национального банка Казахстана, выстраиваете свои отношения с коллегами из других стран, ну, в частности, с представителями национальных банков стран Европейского Союза, крупного торгового партнера Казахстана. Спасибо. Речь идет об Евразийском экономическом союзе или Европейского? Ну, я думаю, что взаимоотношения между руководителями центральных и национальных банков всегда отличались высокой степенью коммуникаций, частыми мероприятиями, где председатели национальных банков все присутствуют. Это ежегодные собрания Международного валютного фонда, это ежегодные собрания в Базеле по принципам Базельского комитета и Банка международных расчетов. То есть это те площадки, на которых присутствуют все председатели центральных банков. Как правило, все руководители центральных банков лично друг друга знают. Поэтому я думаю, что здесь нет проблем в части взаимоотношений. После моего назначения поступило много поздравлений именно как раз от руководителей европейских центральных банков. Ну и я все-таки считаю, что самые близкие у нас отношения, это, конечно, с центральными банками Евразийского экономического союза. Потому что нас связывает очень много подписанных уже документов по вопросам развития интеграции в большинстве сфер, в сфере финансового регулирования, в сфере, каким образом мы будем регулировать наши финансовые рынки и так далее. И поэтому здесь взаимоотношения самые близкие. То есть это страны Российская Федерация, Беларусь, Кыргызстан, Армения. Ну и мы постоянно собираемся. Благодарю вас. Закон, пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна Ковалева, Закон КИЗ. Вы говорили о том, что главная цель Нацбанка сейчас это борьба с инфляцией, возвращение на уровень 2014 года. А не могли бы вы привести конкретные примеры, как вы будете бороться с инфляцией? Есть ли у вас уже какой-то стратегический план? Если есть, то где с ним можно ознакомиться? Спасибо. Олег Александрович, может быть, чтобы немного фокус внимания, я хотел бы передать слово заместителю председателя Национального банка. Вы знаете, на самом деле инфляция, самая главная проблема с инфляцией – это ожидание. Потому что можно очень легко и быстро побороть фактическую инфляцию, можно реагировать на нее, можно существенным образом повышать процентные ставки, но в конечном счете мы придем к такой ситуации, когда уровень инфляции он будет в ущерб уровню деловой активности. Поэтому наша самая главная задача, как обозначил представитель Национального банка, это прежде всего коммуникации. То есть мы хотим возобновить практику публикаций, в том числе прогнозов по инфляции, всех наших оценок, рисков. И мы будем максимально подробно обосновывать все наши решения, и тем самым мы будем повышать доверие, в том числе и к тем действиям, которые мы будем делать. Поэтому процентная ставка, конечно, это то, к чему мы идем. Процентный каддан в настоящее время у нас очень слаб, но через предсказуемость, то есть через возможность участия и понимания этого участия со стороны участников финансового рынка, через
так скажем, предоставления полноценных прогнозов, мы так думаем, что мы будем способны в определенном среднесрочном периоде достичь тех целевых параметров. То есть, как было обозначено, мы будем стараться войти в коридор, который мы установили до 2014 года и который мы, конечно, наверное, нарушим в 2015 году. Вы знаете, в инструменте и в арсенале Национального банка есть такой документ «Основные направления денежно-кредитной политики». То есть в этом году мы работаем по документу, который определял денежно-кредитную политику до 2020 года. Также есть основные направления на 2015 год. И в настоящее время мы готовим основные направления денежно-кредитной политики на 2016 год. Как только он будет готов, мы обязательно его опубликуем. Благодарю вас. У нас на очереди ЛС. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, Гульнас Муканова, финансовый сайт ЛС. Хотелось узнать, до этого говорилось, что Карат Келимбетов говорил, что необходимо переходить полностью на безналичные расчеты, что нужно расплачиваться везде карточкой и наличных платежей. Это тот приоритет Национального банка, который подпадает под функцию обеспечения бесперебойности платежной системы и развития платежей в стране. Это важное направление. На данном этапе мы изучаем разные возможности. Мы сейчас готовим проект закона о платежах и о платежных системах, который значительно расширяет сферу, во-первых, покрытия ответственности Национального банка. Вы знаете, что жизнь значительно опережает те нормативные акты, которые присутствуют. Есть уже различные виды платежей, которые не покрываются законом. И наша задача сейчас все сферы взаимоотношений, связанных с платежами, регулировать. То есть понимать, что есть определенные механизмы, которые могут быть рискованы для нашего населения, и поэтому мы должны в этом отношении работать. То, что касается развития самой системы безналичных платежей, я думаю, в этом направлении мы доложим вам и дадим более подробную информацию на нашей традиционной пресс-конференции в Национальном банке, которую мы планируем провести в декабре месяце. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, последние два вопроса. Коммерсант и Оргком.кз. Пожалуйста. Все-таки можно уточнить. Выступая сегодня утром, вы сказали, что инфляция выйдет за рамки коридора. Тем не менее, министр экономики, выступая в парламенте, сказал, что инфляция удержится в коридоре. Какой все-таки прогноз по инфляции, учитывая, что за инфляцию отвечает Национальный банк на этот год? И связанный с ним вопрос по базовой ставке. Предполагается ли пересмотреть базовую ставку, то есть в декабре, то есть и как вообще, с какой периодичностью будет рассматриваться вопрос по базовой ставке? То есть коридор на 2015 год был установлен 6-8%. Годовая инфляция на конец октября уже составила 9,4% и уже находится выше коридора. Соответственно, в 2015 году инфляция, очевидно, превысит коридор, который установлен Национальным банком. То, что касается 2016 года, мы свой коридор не меняли. На 2016 год мы рассчитываем, что инфляция сложится в размере 6-8%, но вот объективный анализ показывает, что, скорее всего, инфляция сложится ближе к верхней границе этого коридора. Вторая часть вопроса касательно базовой ставки. Во-первых, мы подтверждаем приверженность тому графику, который мы озвучивали по рассмотрению базовой ставки. Мы последний раз сдвинули эту дату по объективным причинам, потому что более глубокий анализ показал, что есть дисбаланс между различными тенговыми рынками, которые есть ежедневно торгуются, то есть это рынки репо, рынок своп, существуют различные бизнес-стратегии у разных банков, соответственно, необходимо более глубоко эти рынки изучить. После того, когда у нас будет
вся картина, и мы сейчас как раз эту работу завершаем. Я думаю, мы это заседание проведем в ближайшее время и озвучим и решение и по базовой ставке, и озвучим наши дальнейшие действия. Если я попрошу Олега Александровича добавить по этому вопросу. Да, значит, мы договорились, и мы в настоящее время у нас проходила миссия МВФ, которые мы также обсудили. И я хотел бы вернуться вот к тому акценту, который до этого был сделан, что самое главное – это предсказуемость, ожидания, это то, на что мы планируем делать основной упор. И для этого, конечно, мы хотим переключить внимание на те решения, которые Национальный банк будет делать по базовой ставке. И для этого вся практика большинства стран, которые исповедуют инфляционное таргетирование, она предполагает публикацию некоторого графика. У нас следующее заседание по ранее действующему графику было запланировано в декабре, и мы также до конца года планируем объявить график этих заседаний на следующий год. То есть все вопросы, которые будут связаны с принятием решения по ставке, и те факторы, которые будут закладываться в эти решения, они будут оцениваться, взвешиваться, и в эти даты мы вернемся к этому графику. Это то, на чем делал акцент МВФ, и мы полностью поддерживаем ранее взятые на себя обязательства. Благодарю вас. Ортком, последний вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Вот сейчас опять началось обсуждение вопроса, не будут ли переданы регулирующие функции отдельному ведомству, как это было раньше с агентством по финансовому надзору. Вот не планируется ли такое решение и ваше личное отношение к этому? Если я правильно понимаю, речь идет о передаче функции регулирования и надзора за деятельностью финансовых организаций в какой-то отдельный орган. На самом деле есть разные модели регулирования финансовых рынков. В разных странах есть действительно выделенные органы. И вы знаете, что Казахстан был примером как выделенного надзора. У нас существовало агентство финансового надзора, так и мы практикуем сейчас в настоящее время концентрацию всех надзорных и регуляторных функций в Национальном банке. На самом деле, мое мнение такое, что проблема не в структуре, каким образом эти функции выделены в отдельный госорган или каким образом они распределены внутри Национального банка, а проблема в коммуникациях и насколько мы способны все сигналы, которые идут, скажем, от банковского надзора, от вопросов финансового регулирования, их рассматривать в комплексе с вопросами денежно-кредитной политики. Поэтому я думаю, что здесь вопрос на данном этапе такой, насколько я знаю, он не рассматривается. И я не думаю, что только вопрос институционального разделения либо неразделения, он решает проблему вообще коммуникации. Поэтому на данном этапе мы готовы сейчас еще раз рассмотреть те информационные потоки, которые есть внутри Национального банка, и готовы улучшить то положение, которое есть. А уже вопрос эволюции какой-то дальнейшей, будем смотреть. Но я еще раз говорю, что мы уже проходили и объединенный надзор, и проходили разделенный надзор. Я все-таки больше склоняюсь к тому, что единый надзор, который объединен в Национальном банке, он более эффективен. Потому что он позволяет очень быстро реагировать на проблемы, например, в банковском секторе и наоборот. Спасибо. Спасибо вам, уважаемые коллеги. На этом время нашей работы подошло к концу. Уважаемые гости, я благодарю вас за то, что вы нашли время разъяснить нам эти темы. На этом мы завершаем. До свидания.